В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек-Шара. Здравствуйте. Оппозиция требует отставки президента. В Сухуме состоялся съезд партии Ам-Сахара. Требования оппозиции безосновательны. Заявление участников собрания ветеранской организации «Аруа». Абхазский союз туризма. В Абхазии создана новая туристическая организация. Оппозиция потребовала от президента в срок до 15 декабря сложить свои полномочия. Резолюция, содержащая этот призыв, была принята участниками 7-го съезда оппозиционной партии Ам-Сахара. Аргументы оппозиции выслушала Рената Шакая. В работе 7-го съезда приняли участие руководители партий и организаций, входящих, как и Ам-Сахара, в состав блока оппозиционных сил. На съезд были также приглашены представители различных партий и движений Абхазии. Обсуждалась общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в стране. Практически все требования оппозиции нашли свое отражение в выступлении председателя политической партии Ам-Сахара Алхаса Пицини. На протяжении 2 с лишним лет мы подвергаем критике власть, называя конкретные претензии. Но власть и сам президент выбрали неадекватную реальной ситуации и тактику. Вместо исправления допущенных провалов или хотя бы аргументированных ответов на критику, они впали в несознанку. Они делают вид, что не понимают, в чем конкретно оппозиция обвиняет президента и его окружение. Искармливают обществу какие-то смешные прожекты, замешанные на лжи и полном игнорировании существующих реалий. Мы неоднократно проявляли суть своих претензий. Мы уверены, что если режим Хаджимба продержится до 2019 года, то эти процессы станут неисправимыми. И этого достаточно для законного требования отставки президента. По мнению выступающих, стремительное обнищание граждан, провальная экономическая и внешнеполитическая деятельность власти, политика раскола общества по признакам лояльности и оппозиционности привели государство к краю пропасти. Власть опирается на раскол общества. Это, я подчеркиваю, ее философия, ее идеология. Это ей выгодно. Глава государства – источник раскола с 2004 года. Его окружают и консультируют подхалимы, расколовшие сначала интеллигенцию, а затем народ. За обманом, реформами и переменами началось разрушение государственных устоев. Ничего не строите, ничего не создаете, на все говорите денег нет. Почему? Я требую объяснения, почему денег нет. А как реальный сектор экономики? Помните, сколько было разговоров в течение 10 лет? Заводы открыли? Или новые сады и виноградники глаза радуют? Безработицу ликвидировали? Рабочие места вы обещали? Занятость гарантировали? Где результаты? По убеждению руководителя общественной организации «Киараза» Дмитрия Адбар, в стране сложная криминогенная обстановка. Абхазию захлестнула преступность. Статистика гибели людей в результате дорожно-транспортных происшествий ужасающая. Не менее серьезные проблемы, по словам Дмитрия Адбар, на КПП «Ингур». Большего беспредела, чем сейчас, не было даже в лихие послевоенные годы. До сих пор не раскрыты тяжкие резонансные преступления, убийства, похищения граждан. Вновь возобновились похищения граждан с целью выкупа. Серьезную озабоченность вызывает деятельность службы государственной безопасности под председательством нынешнего руководителя СГБ, который, находясь на этом посту с 2014 года, работа по обеспечению безопасности страны и ее граждан практически сведена к нулю. Хорошо помним, как бывший оппозиционер Хаджимба и его единомышленники сотрясали общество заявлением о необходимости закрытия границы по реке Ингур, так как она фактически прозрачна. Что происходит сейчас во время их правления страной? За 2015 год государственную границу по реке Ингур пересекли в обе стороны 441 509 человек. Только вдумайтесь в эти цифры. А за 3 квартала текущего 2016 года пересекли 566 816 человек. Кто объяснит такое положение вещей? Стоит напомнить, что это имеется в виду граница с враждебным Абхазией государством.
Руководитель Фонда социально-экономических и политических исследований Аслан Бжани убежден, что вся критика оппозиции направлена на то, чтобы вернуть общественно-политическую ситуацию в Абхазии в правовое русло. Все требования, по его мнению, носят законный характер. Мы не реваншисты, мы не больны властью, мы не хотим, в отличие от вас, должностей любой ценой. Поэтому я заявляю следующее и готов это продублировать в парламенте, в общественной палате, в совете старейшин, подписать обязующий документ. Если президент Хаджимба досрочно сложит в себя полномочия президента, не доводя ситуацию в стране до эксцессов, то я, Бжани Аслан Георгиевич, не буду выдвигать себя в качестве кандидата в президенты на следующих после его отставки выборах. Это заявление не является эмоциональным. На съезде была принята резолюция с призывом к президенту Абхазии Раулю Хаджимба досрочно сложить свои полномочия. 7-й съезд политической партии Амцахара подтверждает выводы предыдущего съезда и считает, что установившийся путем государственного переворота режим не мог и не способен обеспечить данные обществу обещания. Расценивает публичные выступления господина Хаджимба и его окружения как угрозу расправы над политическими оппонентами, вплоть до провоцирования кровопролития, что сделала власть по существу антинародной. В связи с вышеизложенным, съезд политической партии Амцахара решил признать руководство Республики Абхазия неспособным и не желающим достижения национального согласия и полноценного развития абхазского государства. Призываем президента Республики Абхазия Хаджимба Рауля Джумковича досрочно сложить свои полномочия. Требовать от Народного собрания парламента Республики Абхазия назначение новых досрочных выборов президента Республики Абхазия. Как отмечается в резолюции съезда, если решение съезда не будет выполнено до 15 декабря, Амцахар объявит народный сход. Рената Шакая, Алексей Гухава, Беслан Джинджуля, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж со съезда партии Амцахара смотрите в нашем ближайшем эфире. Безосновательность требования оппозиции об отставке президента звучала сегодня на собрании ветеранской организации АРУА, политической партии «Форум народного единства» и общественности. Собрание проходило параллельно со съездом Амцахара, и на нем выступил президент Рауль Хаджимба. Подробности в репортаже Сарии Смар. Владимир Зантари отметил, что сегодня в Абхазии сложилась напряженная общественно-политическая обстановка. Он отметил, что преодоление существующих политических разногласий возможно только путем конструктивного диалога между властью и оппозицией. По словам Владимира Зантари, требования оппозиции об отставке президента Рауля Хаджимба не имеют никаких оснований. Существуют реальные достижения в социально-экономической сфере, в сфере туризма и других областях, не заметить которые невозможно. В числе острых вопросов, тревожащих общество, Владимир Зантари назвал коррупцию и сложную криминогенную обстановку. При этом он отметил, что государство не уклоняется от решения этих проблем. Усилия, предпринимаемые президентом, парламентом и правительством в этом направлении, дают основания предполагать, что борьба с преступностью будет ужесточаться. Много надежд мы связываем с предстоящей встречей президента Абхазии Рауля Хаджимба с президентом России Владимиром Путиным. Думаю, нет сомнения в том, что эта встреча придаст новый импульс претворению в жизнь основополагающих положений договора о союзничестве и стратегическом партнерстве и ряду других двусторонних международных соглашений. Мир, стабильность и единство народа важнее любых личных интересов и амбиций. Перед участниками собрания выступил президент Абхазии. Рауль Хаджимба отметил, что утверждение оппозиции об упадке экономики страны не соответствует действительности, и обратил особое внимание присутствующих на то, что сегодня государство развивается, используя собственные бюджетные средства. Экономика лейт, аппаратом,
Аиаша зыҳәан уаҩҵас унахәаԥшыр абри иҟоу аҭагылазаашьа иумбар залшоз. Аекономика амзар, аԥара ҳамамзар, ҳаԥсра ҳаҿызар, ҩынтә рыла излеиз ҳаи ҳбиуџьет аҵыхәтәантәи аҩышықәсала. Уи сара схала схы иҭҳәааны шәаԥхьа сықәгылаӡам. Иҟоуп аструктурақәа, иҟоуп аусуҩцәа, ҳаԥхӡашала, ҳшьала иҳарҳаз аԥарақәа рыла иахьа аҳәынҭқарра аргылара аҿуп. Излаҳшәеи миллионк рҟынӡа ауал иҳақәу иахьа аихамҩатә кредит иҳауз аҟнытә урҭ архынҳәра ҳаҿызар, абанк акредит иҳауз иахьа архынҳәра ишахәҭоу ала амҩа ҳанызар, аҩныҵҟатәи ауал ҳәынҭқар аҿаԥхьа ҳауаажәлар рҿаԥхьа иҳақәу ашәара ҳаҿызар. Также Рауль Хаджинов определил круг тем, которые планируют обсудить с Владимиром Путиным в Москве. В частности, они касаются вопросов функционирования дороги, электроснабжения, а также кредитных долгов. ҳазхаҵаны, нас иааҳәны даҽакала иҳазнықәыртә еиԥш аҭагылазаашьа шаҟарымҵо жәдыруаз. Аха ҳаргьы ҳаныӡхарҵах ҳашҳәынҭқарроуп ҳарбартә еиԥш аҭагылазаашьа амҩа ҳанылап. Нельзя закрывать глаза на определенные достижения в социально-экономической сфере интенсивно развивающихся абхазо-российских отношениях, отмечали выступающие. Также предприняты первые обнадеживающие шаги на пути конституционных реформ. Президент за время исполнения своих полномочий ни разу не нарушил Конституцию и законы страны, отметил в своем выступлении депутат парламента Тимур Гулия. Он также подчеркнул, что для поддержания правопорядка и обеспечения безопасности граждан необходимо объединить общество. Я не раз говорил, повторяю сейчас, мы живем в неспокойном мире, в мире, в котором постоянно возникают новые угрозы. Но благодаря нашему президенту нам удалось обезопасить себя от внешних угроз посредством подписания важных международных договоров с Российской Федерацией. В результате чего мы получили уникальный шанс не отвлекаться на внешние вызовы, заняться решением своих внутренних проблем. Нам необходимо объединить наше общество и навести порядок у себя в доме, выстроить экономику, начать серьезную борьбу с наркоманией, навести, наконец, порядок на дорогах. Для этого нам нужно каждому на своем месте, от простого гражданина до президента, делать свое дело и при этом помнить, что мы строим государство не только для себя, но и для будущих наших детей и внуков. Свое мнение по поводу сложившейся общественно-политической ситуации в стране выразили и ветераны Отечественной войны народа Абхазии, общественные деятели, ученые. По их словам, требования оппозиции безосновательны. Сария Смыр, Ильдар Дамиров, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж о собрании ветеранской организации АРУА смотрите в нашем ближайшем эфире. Омар Бейгу – один из видных лидеров кавказской эмиграции, поэт, ученый и просветитель. 115 лет со дня рождения абхазского ученого исполнилось в этом году. В связи с этой датой 2016 год объявлен годом Омара Бейгуа. Сегодня в Абхазском государственном университете прошел вечер памяти ученого. Репортаж Симы Аргун. Предки Омара Бейгуа переселились в Турцию из села Абжакуа Сухумского района в конце XIX века. Родился он в Турции в 1901 году. С самого детства начал проявлять заложенные в нем природой творческие способности. Любовь к родине и родному языку сыграли большую роль в его жизни. По профессии Омар Бейгуа – инженер-лесовод. Основным делом его жизни стало изучение абхазского языка, истории, мифологии, этнографии и грамматики абхазов и других народов Кавказа. Им подготовлен и издан на турецком языке объемный
научный труд по абхазологии. Одновременно создавал на абхазском языке поэтические произведения о судьбах соплеменников. И даже находясь далеко от родины, он сделал много для пропаганды, развития и сохранения абхазской культуры. Видному лидеру абхазской миграции это удавалось. В самые тяжелые времена Омар Бейгуа был среди тех, кто открыто и гордо говорил, что он абхаз. Он тесно сотрудничал с учеными из Абхазии, вел активную переписку и лишь однажды бывал на своей исторической родине. Самым важным он считал сохранение родного языка. Сегодня в Абхазском государственном университете изучают труды Бейгуа. Они интересны студентам тем, что пронизаны любовью ко всему абхазскому. И вечер поэзии Омара Бейгуа проходил в традиционном духе. Наши соотечественники из Турции с большим интересом наблюдали за номерами из его произведений. А песни о родине непременно напомнили боль махаджирства, которую они несут на генетическом уровне. Ректор АГУ Олег Огварамев в своем выступлении обратил внимание на личностные качества Омара Бейгуа. Впервые ученый посетил Абхазский госуниверситет в далеком 1975 году. Это было событием для всего научного сообщества и студентов, вспоминает Гварамия. Представитель нашей диаспоры в Турции Крем Хишба был лично знаком с Омаром Бейгуа. Он рассказал о первой встрече с ним и как был впечатлен своим соотечественником, который добился больших успехов в науке. أبيجار أشكول جت سنة لقاشوك سزو وان زيد بخور حوانا كتر أن نسقولت في جوان لقتلا دزبوا وماك إمنيك وخوجك سنيد بلازرجي وبسقن بي أشوك سكرو مش كزنا ينعنا هني عشان نقدر تيارد اختباز أبيجار بيبليوتيكا أنا يخوي الله شوا ستولدو شغلي توب أنا نسبة سلوك يرزنكي ختي عرب سوق يرجعنا هارو بخ بشقة حزنة جاكو ميختول حزز نقوب هريد زلطوز يكوز يريد زلقوجي مزم سقوخي. В АГУ учреждена стипендия имени Бейгуа. Ее получают 3 студента из Сирии. И сегодня, пусть пока на ломаном, но они смогли выразить благодарность руководству образовательного учреждения на родном абхазском языке. Декан филологического факультета АГУ Арда Шуба считает, что главная задача – это суметь передать молодому поколению значимость фигуры видного кавказского иммигранта. Омара Бейгуа, конечно, знают за пределами Абхазии. Он все время писал о истории, о языке абхазов, но его труды еще не изданы. В этом году готовятся в Абхазском институте гуманитарных исследований. Но в университете читаются о его творчестве Омара Бейгуа, цикл. Мы занимаемся здесь кружками нашей диаспоры. И, конечно, Омар – это величина, студенты должны знать. Через неделю в стенах Абхазского государственного университета начнет свою работу конференция, посвященная Омару Бейгуа. В ней примут участие студенты, аспиранты и преподаватели. Сима Аргун, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. В Абхазии создана новая туристическая организация «Абхазский союз туризма». Учредила торгово-промышленная палата республики. На презентации, которая прошла сегодня в столице, организаторы и руководители нового некоммерческого партнерства рассказали о главных целях и задачах Союза. Тему продолжит Нисфа Аршва. Идея создать организацию, которая будет добиваться решения наиболее значимых актуальных проблем в туристической сфере, оказывать помощь в развитии, назрела давно. Абхазский союз туризма планирует решать эти проблемы вместе с государственными структурами. Есть проблемы в туризме, есть достижения в туризме, есть правительственные организации, которые занимаются туризмом, но им нужна и помощь, нужны и советы, нужны решение проблем, которые у вас возникают в процессе работы. Абхазский союз туризма возглавила директор турфирмы «Ацетук Тревел» Анна Калякина. По ее мнению, новая организация не просто должна попытаться решить существующие проблемы, но и доказать всем, что создана не для галочки. Наше объединение призвано консолидировать усилия туристских организаций в защите своих профессиональных интересов. И мы являемся открытой организацией, которая рассчитывает на широкую поддержку своей деятельности.
всеми представителями туристического бизнеса, всеми туристическими организациями. Пожалуйста, вступайте в наш союз. Все, кто задействован в той или иной мере в туристическом бизнесе, кто обслуживает туристов. В структуре Союза есть правление, в состав которого вошли 5 человек. Его председателем стал автор проекта «Горная Абхазия» Тенгиз Тарба. Задач действительно очень много. И нужно, как мне видится, начать все-таки с базовых задач, таких как, например, создание туристического лица Абхазии единого. Потому что мы говорим о конкретике, она, безусловно, для нас важна. Но любой бизнес-проект, большой или маленький, начинается с конкретных основ. Подобные организации, безусловно, являются хорошим подспорьем. Их деятельность направлена в первую очередь на поддержку сферы туризма, отметил заместитель министра по курортам и туризму Астамур Ахба, выступая на презентации новой организации. Мы открыты со стороны Министерства по курорту и туризму, специалисты всегда будут сотрудничать, и те проблемы и задачи, которые вы будете обсуждать, и постепенно, по шаговой доступности мы будем эти вопросы совместно с вами будем решать. Организаторы выразили надежду на успешную работу нового союза, несмотря на сложность и объем задач. Одна из главных целей – создание туристического лица Абхазии. Что касается туристического брендбука республики, то, по мнению представителей Абхазского союза туризма, он поможет задуматься о конкурентных преимуществах нашей страны. Нисфа Аршба, Роберт Ломи, Абхазское телевидение. Вице-президент Республики Абхазия Виталий Габня принял серебряного призера первенства Европы по сумо нашего соотечественника Александра Кривошеева. По информации тренера-спортсмена Григория Кривошеева, есть вероятность того, что Александр Кривошеев будет допущен к участию в первенстве мира, которое пройдет в следующем году в Молдавии. Тренер выразил уверенность в том, что спортсмену разрешат выступить под абхазским флагом. Григорий Кривошеев поблагодарил правительство Абхазии в лице вице-президента Виталия Габня за поддержку спортсмена. Со своей стороны Виталий Габня отметил, что очень важно, чтобы наши спортсмены выступали под абхазским флагом и за свою страну. Вице-президент пожелал Александру Кривошееву дальнейших успехов и пообещал оказывать ему всевозможную поддержку. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачность, на побережье ливневый дождь, в предгорьях дождь со снегом, в горах снег. Температура воздуха ночью плюс 6-8, днем плюс 8-10 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.